В этом уроке мы рассмотрим образование будущего времени глаголов в удмуртском языке. Будущее время глаголов образуется с помощью суффикса «о». Рассмотрим сначала первое спряжение глаголов, инфинитив которых оканчивается на «ины». Для примера рассмотрим глагол «карыны» — «делать». Отбрасываем «ины» и получаем основу «кар», вернее, краткую основу. Дальше прибавляем суффикс «о» и личные суффиксы. Получается «мон каро» — «я сделаю», «тон карод» — «ты сделаешь», «со кароз» — «он сделает», «ми каро» — «мы сделаем», «ты кароды» — «вы сделаете», «соос карозы» — «они сделают». В таблице представлены суффиксы. В первом лице единственного числа просто суффикс «о» будущего времени и нулевой личный суффикс. Во втором лице единственного числа личный суффикс «д», и в третьем лице единственного числа суффикс «з». Во множественном числе в первом лице суффикс личный «мы» или вариант краткий «м». То есть мы можем сказать «ми каромы» мы сделаем и «ми каром» мы сделаем. Во втором лице множественного числа личный суффикс «ды» и в третьем лице множественного числа «зы». Так в будущем времени спрягаются все глаголы с основой на твердый согласный. Теперь рассмотрим образование будущего времени у глаголов с основой на мягкие «д», «ж», «л», «н», «щ» и «т». Будущее время у таких глаголов образуется с помощью суффикса «ё». Например, «ижены» — «спать». Отбрасывая «ины», получаем краткую основу «иж». Суффикс «ё» можно объяснить так. Мягкий знак плюс «о» как бы превращается орфографически в «ё». «Мон ижё» — «я буду спать». «Тон ижёд» — «ты будешь спать». «Со ижёз» — «он будет спать». «Ми ижё мы будем спать». «Ты ижёды» — «вы будете спать». «Соос ижёзы» — «они будут спать». Суффиксы будущего времени и личные суффиксы для таких глаголов приведены в таблице. Суффикс «ё» будущего времени и личные суффиксы такие же, как и в предыдущем случае. Теперь рассмотрим основу на «и» краткое. Например, «воены» — «приносить». Откидывая «ины», получаем краткую основу «вай». Для образования будущего времени используется суффикс «ё». Можно его так объяснить. Если мы прибавим к «вай» «о», то «и» краткая основы вместе с суффиксом «о» сольется орфографически в «ё». Получается «мон вайё» — «я принесу». Дальше «тон вайёд» — «ты принесешь» и так далее. Если краткая основа заканчивается на «и», то тоже применяется суффикс «ё». Например, «щиины» — «есть», «кушать». Основа «щи» — «мон щиё» — «я буду есть». «Тон щиёд» — «ты будешь есть». Особо рассмотрим глаголы с краткой основой на «у». Они образуют будущее время с суффиксом «о». Например, «луины» — «быть», «стать», основа «лу». «Мон луо» — «я стану», «тон луод» — «ты станешь», «со луоз» — «он станет». «Ми луо» — «мы станем», «ты луоды» — «вы станете», «соос луозы» — «они станут». Теперь рассмотрим глаголы второго спряжения. У них основа оканчивается на «а», «я», которая получается после откидывания «ны». Например, «ужаны» — работать, основа «ужа», «уяны» — плавать, основа «уя». Для образования будущего времени таких глаголов во всех случаях используется суффикс «ло». И личные суффиксы такие же, как и для глаголов первого спряжения. Например,
Мон ужало, я буду работать. Тон ужалод, ты будешь работать. Со ужалоз, он будет работать. Ми ужало мы будем работать. Ты ужалоды, вы будете работать. Соос ужалозы, они будут работать. Суффиксы для образования будущего времени глаголов второго спряжения приведены в таблице внизу. Рассмотрим примеры употребления будущего времени. Тулыс, тылобурдоос, лымшор-палащ возы. Весной птицы с юга прилетят. Здесь воины, глагол первого спряжения, приезжать, прибывать, в данном случае переводим как прилетать. Лымшор-палащ с юга. Здесь палащ после лог, который значит со стороны. Следующий пример. Анае тунне мидоры ликтоз. Моя мать сегодня к нам придет. Лыктыны, глагол первого спряжения, приходить. Здесь мидоры к нам, мы, а доры после лог, обозначающие к. Следующий пример. Мон башто, так книга ез. Здесь баштыны покупать, глагол первого спряжения. Книга ез, винительный падеж от слова книга, значит книгу. Я куплю эту книгу. Следующий пример. Чукаже мигороде мыном. Завтра мы в город поедем. Здесь мыныны идти, ехать, глагол первого спряжения. Городе, входный падеж, означает в город. Следующий пример. Мон бакчаын быдес нунал ужало. Я в огороде весь день буду работать. Здесь ужаны работать. Глагол второго спряжения. Бачкаын, местный падеж от слова бакча, огород, значит в огороде.